Selam dostlar, biz çıktık Efira и Çoban kanalında bu akşam. Ben İlya Karaseni. TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta hem YouTube'da bu akşam biz yaparız efir. Stream aile için. Bu akşam biz laf ederiz aile teması için. Biz laf edeceğiz birkaç iş için. Kim yarattı aileyi? Kim çıkarttı aileyi? Ne o aile? Ne olsa lazım olsun aile. Hem ne olsa problemalar var ailelerde, gagavuzların yaşamalarında hem bütün dünyada da. Böyle bizde plan bu akşama. Hoş geldiniz seferimize. Kim izleyiciler beni koysun plus şimdi. Kim kötü ya da просто işler койсун минус. Дорогие друзья, добрый вечер и добро пожаловать в эфир канала Ичубан. Я Илья Карасени с вами в этот вечер. И мы проведем беседу, стрим сегодня на тему «Семья». Family Life. Мы будем говорить о следующих вопросах. Что такое семья? То есть нужно дать четкое определение. Мы будем говорить о том, кто изобрел семью, кто придумал семью, почему семья выглядит именно так, а человеческое общество не живет именно по-другому, а именно в семьях. Также будем говорить о том, какой должна быть семья и какие есть проблемы в семьях у гагаузских семей и вообще в мире. Вот такой план на вечер. Hoş geldiniz efirimize. Şimdi ilk soru sevgili dostlar. Kim çıkarttı aileyi? Кто придумал семью? Ким çıkarttı aileyi? Пожалуйста, это вопрос вам. Будьте активны в комментариях. Можете ответить, и я зачитаю ваш комментарий в эфире. Можете подписываться, не забывайте подписываться, лайкать и писать комментарии. Итак, кто придумал и изобрел семью? Может быть, был какой-то гениальный старик, который подумал, пусть люди живут именно так. Мужчины, женщины и дети с ними. Или, может быть, люди живут в семьях, потому что пробовали так, и в итоге вот подумали, так лучше всего, экспериментально. Или нет? Кто придумал семью? Итак, Константин в инстаграме пишет Селям Гагузлар, Селям Сизяда. Дима Аврамоглу пишет, что это интересная тема. Там многие нам машут в ТикТоке. Итак, вопрос. Кто изобрел семью? Кто придумал семью? Чья вообще была эта задумка? Ким Чикарта или... Мы будем говорить сегодня вечером, кстати, и на русском, и на гагаузском языке. Без баушам лайдаджис русча, хем гагаузча. Натали, инстаграм, да, я Азербайджан. Наталья пишет нам в инстаграме. Семья — это крепость, спасение от трудностей, опора и поддержка, защита от жестокого мира. Крепкая семья дарит тепло. Дома нас окружают родные люди, которые любят и понимают. Да, это красивые слова. Но кто все-таки придумал семью? Это мы говорим о эмоциях и чувствах, которые мы испытываем в хорошей, красивой семье. Потому что в нехорошей, некрасивой семье люди испытывают очень много горя. Ну и сегодня вкратце об этом тоже поговорим. Итак, ответ. Кто придумал семью? Ответ: Бог придумал семью. Бог придумал семью. Это его идея, его дизайн. Откуда узнаем? Из Библии. Открыв книгу Библию, первой же страницы мы узнаем, что Бог сотворил весь мир за 6 дней. И в 6-й день, в конце всего творения, Бог сотворил мужчину, Adam'ı. Biz görüyoruz hani aileyi yarattı Allah. O onun ideyasıydı. Açan Allah yarattı hepsi insanlara hepsi cinle biz görüyoruz bu yeryüzünde 6 gün içinde. 6. günü o yarattı Adam'ı. İlk Adam'ı bu yeryüzünde. Но Адаму было очень одиноко. В Библии написано, что Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощницу. И Бог тогда усыпил Адама и из его ребра создал Еву. Вот это библейское повествование. Еву, первую женщину на земле. Имя Ева переводится как
жизнь. А имя Адам переводится человек. И даже на гаусском также. Это вот наше наследие с связей тюркского языка с семито-хамитскими такими языками. Ну, в частности, это слово Адам, это, ну, в гагаузский оно перешло с, ну и вообще в турецкий оно пришло с арабского языка, а в арабский оно пришло с еврита. Ну, вообще-то это один корень, семито-хамитские языки. И имя Адам, оно и в Библии Адам, да, Адам переводится человек. Вот Бог создал семью. Это Божья идея, его дизайн. То есть, это не люди придумали, и это не парламент решил, что семья должна быть такой и такой, а это Бог задумал. Второй вопрос. Кто готов дать определение термина «семья»? Пока можете писать, я скажу минутку на гагаузском, о чем мы поговорили. Biz şimdi laf ettik hani Allah yarattı aileyi, onu çıkartmadı insanlar, parlament ya da başkası kimseydi. Allah o yaratıcı, ailenin yaratıcısıdır hep. Da şimdi ben de isterim siz yazarsınız komentarı, kim yarattı, ne o aile, ne o aile. Казалось бы, такой простой вопрос, да? Что такое семья? И мы знаем много о семье, готовы говорить много о семьях. И мы все выросли в семьях и знаем, что такое семьи. И там молодежь хочет создать свою семью. Но дать определение понятию семья, оказывается, не так-то просто, друзья. Не так-то просто. Ну вот я много определений читал, смотрел и сам рассуждал об этом. И вот, на мой взгляд, самое лучшее определение следующее. Простое, емкое, понятное и соответствующее Божьему плану. Вот я скажу, а вы озвучите. Жорик пишет, семья это единство. Ну, в семье должно быть единство, да, но это не определение семьи. Единство должно быть и в стране, и в семье, и на работе. Единство вообще важное такое, да, и в мире, чтобы не было войн, должно быть единство. Но все-таки единство это не единственное, что определяет семью. Итак, что такое семья? Это союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь для того, чтобы у них были и дети. Точка. Согласны ли вы с этим определением? Я повторю. Семья это союз на всю жизнь одного мужчины и одной женщины и их дети. Вот это семья. Каждое слово в этом определении, оно важно. Ne o aile bir şimdi laf ederdik Rusça. Aile o bağlantı, bütün yaşamak bağlantısı adamın hem karını bir adamın hem bir karının arasında onlarda olsun diye uşак. То есть тут важно, во-первых, что это союз одного мужчины и одной женщины. Так именно Бог задумал. Не мужчина, не союз мужчины и мужчины. Потому что это уже разврат и мерзость, это не входит в план Божий. Это не союз женщины и женщины. Это также не вписывается в план Божий. Это уже человеческие извращения. Но семья это союз одного мужчины и одной женщины. И не просто одного мужчины и нескольких женщин. Или же одной женщины и нескольких мужчин. И разные другие варианты, как мир придумывает и извращает Божий план семьи. Это союз один мужчина и одна женщина на всю жизнь друг у друга. Вот это Божий план. Вот это идеальный образец семьи. И мы в принципе знаем об этом. Но очень редко мы видим и мало мы видим красивых, образцовых таких семей, которые бы соответствовали вообще этому определению. И далее мы идем по определению. Это союз одного мужчины, одной женщины на всю жизнь. С этим много проблем есть.
На всю жизнь. Не с разводами, перерывами, обменом партнеров, со сменой партнеров и так дальше. Но это на всю жизнь. Bütün yaşamaya. Şimdi sevgili dostlar biz laf ederiz. Ne o aile bu akşam İç Çoban kanalında. Da okuyarken Bibli'yi biz görüyoruz. Hani aile o bağlantı. Bütün yaşamaya bir adamın hem bir karının arasında onlarda olsun dedi uşak. Bu kadar. Değil iki adam, değil iki karı, değil birinden sonra öbüründen ama bir adam bir karı bütün yaşamaya bile. Bu Allah'ın planı. Hem de ta uşaklar olsun onlarda. Sade uşaklar olduğundan yaşamak ilerleyecek bu yeryüzünde. Bu güzel Allah'ın planı aile için. Biz varınca sevelim bunu, varınca sevmeyelim, varınca karşı olalım. Çoğu karşı gider bu Allah'ın görüşüne aileye. Pek önemli soru. Niçin aile lazım böyle olsun? Niçin? Zira Allah öyle söyledi. Değil zere benim dadım babam öyle yapardı. Onlar da İslam insandılar. Ama onlar da hep insandınca ben. Ama zira Allah böyle verdi. Bu hem büyük argüman. Многие люди, особенно сейчас, когда в мире тема семьи, она с ног на голову переворачивается, и человечество заново пересматривает идею и концепт семьи, вообще, что такое семья и какой должна быть идеальная семья, и почему она должна быть именно такой, какой она была у наших дедушек, бабушек, и многие люди пытаются реформировать даже само понятие семьи. Вот здесь аргумент, главный аргумент, почему семья это союз на всю жизнь одного мужчины, одной женщины, чтобы у них были дети. Почему именно так? Это потому что Бог задумал семью именно такой. Это главный аргумент. Все остальное не работает. Все остальное. Если нет этой основы, то люди начнут размывать и все остальное. Да. Давайте почитаем несколько комментариев, которые у нас есть. Давайте, спасибо за комментарий. Саул'un sizin komentarlarınız için siz çok yazıyorsunuz. Мария bize yazar. Елена yazar Facebook'ta. Семья это близкие родные люди. Мария bize yazar YouTube'та. Что можете сказать про актеров Голливуда, которые женятся, разводятся по несколько раз и детей от разных людей заводят? Это вот такая жизнь. И не только у актеров Голливуда, но и у гагаузов, и молдаван, и жизни многих людей на планете Земля идет, не соответствуя и противореча библейскому плану и Божьему взгляду на семью. К сожалению, по телевизору и в жизни вокруг часто мы мало очень видим этих красивых примеров семей. Очень мало видим. А так хочется. Итак, мы поговорили уже на два важных вопроса, которые планировали сегодня обсудить. Первый вопрос был, что такое семья, и мы дали определение семьи. Второй вопрос был, кто изобрел, придумал семью, кто автор вообще этого концепта. И мы увидели, что это Бог, из Библии это идет все. И также нам осталось еще обсудить интересную тему, какие бывают проблемы в семьях, или что угрожает семьям. Что угрожает семье? Давайте я попрошу вас в комментариях написать, что же угрожает семье, какие есть угрозы у семьи и проблемы, какие могут возникнуть в семьях. Sevgili dostlar, yazın комментарии var. Ставим Николай Selam sana da. Yazın комментарий, kim bize şimdi seyreder. Nösü var ailelerde zorluklar hem problemalar. Varınca yazarsınız, utanmayın. Ben şimdi kısadan varınca söyleyeyim. İlk problem hani var ailelerde açan aileler ayrılırlar. Bu en büyük problem. Açan aile dağılır.
Allah yarattı bir adam bir karı bütün yaşamak bile olsunlar. Ama açan onlar ayrılanırlar, aile dağılır. Bu büyük katastrofa. Uşakları da varsa da uşaklar kalırlar mutsuz, sevgisiz bir sadece anayla ya da sadece babayla kalırlar. Da o üzere bozulur sevinmek ailede. Şimdi biz laf ederdik hani aile o öyle bir iş hani lam olsun bütün yaşamak. Daçan kimseyi de ayrılır. Bu büyük katastrofa. Büyük kahır bu getirir. Ta var problemler ailelerde o açan yok para. Açan kimseyi de işlemir. Da bilmeyer ne yapma. Kazmadığım para. Pek çoğu aileler dağılışırlar. Zeri yok paraları. Bundan sonra başka problemler de Елена bize yazar Facebook'ta. Finansal trudности, alkolizm, narkomanya doğru. Alkolizm için yazdınız. Pekislen yazdınız. Bakılsa Gagavuz ailelerinde alkol probleması hem ilk yerde bulunuyor. Gagavuz ailelerinde. Zeri pek çok aileler dağılırlar. Bu betere. Bu betere. Uşaklar korkarlar. Görme babayı ya da anayı. Onlar sarhoş. Çok kahır getirir. Çok kahır getirir. Bizim halkımıza, Moldova'mızda bu alkol teması. Bu benim bakışım. Ben çok insanları da var sordu. Bu işi de Moldova'da görerim. Hani bu ilk yerde bu problemi. Da bitki işine biz lazım laf edelim bu akşam. O nice çözmeye aile problemlerini. Nice biz çözelim ailede problemleri da onlar büyümesin pek. Da onlar geçsinler. Да, aile hep o kadar yaşasın. Как же нам решить вот эти семейные трудности и недопонимания, решать их, чтобы семья не пострадала и не распалась? Вот на эту тему мы несколько минут будем говорить в последней части нашего эфира. Вот тут Мария нам пишет, вопрос не по теме, есть ли у вас любимые страны, кроме Гагаузии и Молдовы? Да, конечно, есть. Это, во-первых, наши соседние страны. Это мое мнение. Я убежден, что в первую очередь нужно любить своих соседей. Это Румыния и Украина. Это мои любимые страны. Ну, еще есть другие любимые страны, конечно. Это Финляндия, Греция, Уганда, Южная Корея. Это уже культура, язык, какие-то знакомства и так дальше, что связывает с ними. Елена пишет, что одна из главных проблем в семьях это недоверие. Да, спасибо, Елена. Спасибо. Итак, как же поступать и что делать для того, чтобы в семье конфликты не перерастали в большие ссоры? Есть такое правило в Библии. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ну, суть этой фразы, даже злиться можешь, но будь уверен, что до захода солнца твой гнев прошел. То есть мы не имеем права на основании Библии затягивать конфликт на следующий день.
То есть вот уже это правило, что любой конфликт нужно сделать все, что возможно, чтобы решить его сегодня. Потому что затянутые конфликты сложнее решать. То есть это вот первый совет, как решать любые конфликтные ситуации, ну и особенно семейные. Sevgili dostlar, olsaydı konflikt ailenizde ta gün bitmeden lazım savaşma, o konflikti geçirme, halletme, çözme. Еще есть один совет важный, это слушать друг друга и быть внимательным друг к другу. Быть честным, искренним. Любой конфликт решать наедине, без участия других. И самое главное, вообще для того, чтобы две личности имели вот эту силу преодолеть конфликты и недопонимания, нужно что-то большее, чем просто их желание. Потому что бывает, что просишь прощения, хочешь, я опять насай. Опять по-старому, опять по-прежнему. Вроде извинился, там прошло час-два, опять можно, да, взяться за старое. И очень многие семьи и люди, которые пытаются разрешить конфликт, они чувствуют себя просто беспомощными. Сами. То есть самих себе, вот в двух конфликтующих не всегда хватает вот этой мудрости, чтобы преодолеть трудную ситуацию. И вот здесь, конечно, у меня есть совет. Конечно, у меня есть совет, потому что я верующий человек. И совет простой. Помолитесь Богу вместе. Помолитесь вместе Богу, попросив прощения друг у друга, затем попросить прощения у Бога и просто своими словами искренне попросите Его дать мир, восстановить отношения, вернуть оптимизм, вернуть доверие. Доверьтесь Ему, попросите Его, Он сделает. Он слышит молитвы, искренние молитвы людей, которые к Нему обращаются. Бог делает удивительные вещи. И это я говорю не просто по книгам или историям. Это говорю по собственному опыту. По опыту моей семьи. И Бог делает чудеса. Нет ни одной идеальной семьи. Те семьи, которые продолжают жить вместе и радоваться семейным отношениям, это не значит, что у них никогда не было недопониманий, конфликтов. Это значит, что они знают секретики, как решать и как преодолевать это. Они все знают эти секреты, а нужно их знать. Потому что вот эти конфликты, недопонимания, вот они, как вот эти дикие псы, да, постоянно атакуют нежную, вот это нежное тело семьи. И, конечно же, мудрый человек, который боится Бога и реально хочет преодолеть конфликт, он будет просить у Бога помощи. Бог говорит, просящему у меня дастся. Также в послании Иакова в Библии написано, кто не имеет мудрости, пусть просит у Бога и получит мудрость. Много есть еще других отрывков, в которых Бог прямо говорит, обратитесь, я помогу вам. Воззови ко мне, я услышу тебя, покажу тебе великое и необъятное, чего ты не знаешь. Итак, нам карие глаза в ТикТоке пишут. Написали хорошее длинное сообщение. Здрасте, скажите, пожалуйста. Ну, мы это уже лично можем ответить.
Оксфорд говорит масал. Да, масал это очень хорошее слово. Масал значит притча. На древнееврейском, кстати, да. Спасибо. Человек с умным названием имени. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать перед завершением эфира, друзья. Мы сегодня говорили, напомню, говорили о семье, говорили о том, кто придумал семью, мы дали определение семьи, и мы говорили о трудностях, которые возникают в семьях гагаузов и вообще в мире. И последние несколько минут мы уделили тому, чтобы поговорить, как же разрешать konflikte и недопонимания в семьях. Sevgili dostlar, biz bu akşam laf ederdik. Kimiz biz Oxford bize söyler. Ben cevap vereceğim Gagavuzca. Biz İyi Çoban kanalı. Ben İlya Karaseni. Bu akşam sizinle laf ederim. Derin temalar için bilelim ne biz yaparız. Нет, я не специалист по Гагаузии. Я гагауз, но не специалист по Гагаузии. Это звучит комично. Сейчас много экспертов и специалистов, да, на все сферы области. Ну, я учитель, просто учитель, и я люблю эту книгу Библию, и нахожу в ней действительно очень много ответов на многие вопросы. И сегодня вот мы говорили о семье и нашли много ответов на вопросы, которые и у вас возникали, дорогие зрители, из этой книги. Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на канал Ичобан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго.